местах все эти три в одном лицо. Сам руководитель, сам инвестор, сам специалист. Поэтому тяжело учиться. Поэтому, значит, специалист, кто сказали? Управляющий, инвестор. Потом фирма будет хорошо работать. Смотрите еще одну ошибку я вам скажу. Вот здесь кто специалист, да? Он смотрит, что дела хорошо идет. Он говорит, управляющий и инвестор без меня ничего не могут делать. Дай-ка я сам открою, говорит он. Видишь же торговлю? Часто, да? Видишь же, торговля идет, это идет. Но он хороший специалист. Да, говорит, они разногласия появляются здесь. Говорит, да, я сам открою. Он уходит, сам откроет и банкротится. Почему? Потому что у него бизнес-мышления нет. Понимаете? Вот своим специалистам объясните вот такую ситуацию. Чтобы многие вот так. И их дела, они найдут другого специалиста. Но он зато проигрыши будет. Путь в богатство, не обязательно человек должен быть бизнесменом, чтобы быть богатым. Он может человек быть хорошим специалистом, может стать богатым человеком. Если денег нету, хорошим управляющим. Сейчас всех, да, всем нам нужны управляющие. Мы не находим, да? Если человек хороший управляющий, он тоже может хорошо зарабатывать в жизни. И как инвестор. Надо отсюда дойти нам до инвестора. Например, у него идея есть, денег нет. Подходит ко мне, говорит, $100 000 нужно, вот такая идея. Если оно мне понравится, риск малый, я могу вложить. Понимаете? Понравится. Да. Давайте еще что? В году 3-4 месяца работают и ждут следующего сезона. Да. Вот на эти сезонные бизнесы, как применить вот это все, как сказать? Применить вот это все. Давайте конкретно, что у вас сезонный бизнес? Ну, например, как я уже сказал, у нас бизнес фруктов. Сушите, да? Нет, собираем, храним в холодильнике. И где-то зимой Продаете. Да. Этот сезон начинается в сентябре, Да. заканчивается в ноябре. А потом сезон продажи начинается с января Да. до марта. Так. До нового уже. Так. Вот проблема с персоналом часто происходит. Так. Вы не можете управлять, вы не можете озадачить, вы не можете делать так, чтобы они мотивировались. Смотрите, задача командира, да, задача руководителя, мотивировать работников, делать так, чтобы они захотели работать. Деньгами, словами, да, делать так, чтобы они работали, мотивировали, понимаете? Вот боксер это что говорит тренер? Бей, Тимур, бей, Тимур. Вот так бей, вот так бей. А он знает, как бить? Или она знает? Еще раз говорит, да, вдохновляет. Проблема не в работниках, не в специалистах, проблема у вас. Говорит же этот наставник, что руководитель главный тормоз и главный двигатель, да? Вы себя делаете, над собой работаете, и вы можете озадачить. Я в государственной работе тоже работал, садитесь такая. Работал всегда, когда я нанимал рабочих, да, я говорил одну притчу. У одного богача в те времена, 19 века, был 3 работника. 3 работника. Одному платил 1 тенге, второму 2 тенге, а ему 5 тенге платил в месяц. Как-то двое они бунтовали. Почему нам мало платишь? Ему 5 тенге даешь золотые. Хорошо, говорит этот богач. Стойте, говорит.
давайте идите в ту сторону реки, узнайте, сколько стоит зерно. Трое пошли, там день проводили там, через дорогу там далеко. Все трое пришли через день. Ну, рассказывайте, говорит. Это, говорит, зерно стоит 50 дирхам и 70 дирхам. Хорошо, еще что? Вот, то, что сказали. Ты говори второму. 50 дирхам сорт худжанский, 70 дирхам сорт исфаринский, говорит. Хорошо, еще что? Ничего. Ты говори, говорит, который 5 тенге берет. Он говорит, хозяин, действительно, зерно стоит 50 дирхам, 70 дирхам, сорта такие. Но я, когда там обходил, оказывается, один караван ехал. Этому караванщику срочно нужны были деньги. Я эти зерно его по 35 тенге брал, сейчас они разгружаю в складе. Уже привезли. Уже привезли, разгружают. Через месяц мы можем продать по 70 тенге. Одна же задача была всем. Одна задача, разные Понимаете? показатели. Ну, вы поймали волну, да, я так понимаю? Да, он осознал, он делал больше, чем платит. Потом я своим работникам говорю, что делай больше, чем тебе платят. Жизнь наградить. Почему, вот смотрите, я пример привожу. Почему некоторые, да, $500 берут, в жизни им не хватает. Потому что ты на $500 не работаешь, не вкладываешь в себя. Ты $500 заработал, да, за $670 заработай, потом барака будет. Я вот так объясняю. Хочешь, чтобы твои деньги тебе хватали? Ты больше делай, чем тебе платят. В жизни, мой принцип в жизни вот так работает, что чем мне платят, тем мне ожидать, я больше даю. Стараешь больше делать. Вот друг мой, да, например, от меня ничего не хочет, я что-то больше даю, больше любви, больше понимаете, внимание. Поэтому работнику надо, вы должны сами изучать, потом надо говорить, мотивировать, делать так, чтобы он совестно работал. Действительно трудно сейчас. Они совестно работают, но они, вы понимаете, 3 месяца я им плачу за 3 месяца, а остальное время у них другой клиент. Другая работа. Другая работа. У вас не И они постоянно. не хотят иногда приходить к нам работать. Умиделись. Я думаю, что тогда заранее надо уведомить, что... Да, у вас не постоянно. Ну, тогда им надо заранее надо уведомить, что Да. это время сезона начинается. Сезон. Не, вот каждому нужен постоянный. Все стараются, чтобы найти постоянную работу. У вас Ну, времени надо получается. разработать Поэтому- отдел кадров, да? Разработать систему кадров. Если он это сделает, то... Да. Хорошо, еще что сегодня поняли? Давайте, ребята, по теме. Насчет вот сел, учитель сказал, ну, наставник сказал, вот ваша сел, да, и вот нам, наша задача до завтра вот 10-50 серий. Да, да. Давайте пишем. Вот мне объяснил, да, наставник, но все-таки там много чего непонятного, Да. потому что вот 5 пунктов, да, Да. вот могли бы вот подробно. Давайте, пункты какие были? Вот как ставить цель, да, Да. точная Первый. цифра. Точная цифра. Я хочу в этом году до конца года, за 6 месяцев, я хочу зарабатывать $60 тысяч. Это измеримо? Измеримо. Это вот про сумму, да, идет Да, речь? сумму или что-то. да, Или, измеримо должно быть. Я вот это озадачил, написал. Если он прочитает, он знает, что мой цель $60 тысяч до конца года заработать. Или до конца года увеличить Два раза. товарооборот 2 раза, 3 2 раза. раза. Или 20%. Да. Да. Увеличить прибыль Или на сумма. 20%. Да. Или на Да. 100 тысяч долларов. Цифра должна быть. Что-то извиняюсь. А вот здесь с точки зрения собственного счета или компании в целом, Вы- если у вас совместное. Вы два цели делаете. Ваш цель и компания цель компании. Сначала Отдельно должно быть. Да. можно сначала свою и на основе этого Да, компании. нужно кредит. Да. Так, а второй определенный срок. Допустим, Срок. тоже- До конца года. Это одно и то же?
Да. Один же и тот же. Почему два пункта как бы? Не, срок другой, а цифра другой. Цифра, Определенный срок. Вот, да. допустим, на первые 60 тысяч до конца года, да? Да. Нужно До